Главные события среды 6 марта в материалах наших корреспондентов. Это итоги дня. В студии Петр Васильев. Здравствуйте. В начале коротко о темах. Айсан Николаев с рабочим визитом посетил Алданский район. Там глава региона встретился с отцом Героя России Игоря Юргена. Предложения и инициативы жителей, которые воплотятся в жизнь. В Якутии завершились отчеты регионального правительства за 2023 год. Тяжело в учении, не менее тяжело в бою. Якутия проверила силы системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на условном пожаре. Любой конкурс – это сияние новых звезд. В столице республики состоялось закрытие профессионального конкурса «Учитель года-2024». Якутское лоскутное шитье и бисероплетение освоили московские школьники. На международной выставке в форуме «Россия» состоялся День народного мастера. В Якутии завершился отчет регионального правительства за 2023 год. Члены Кабинета министров во главе с председателем правительства региона Кириллом Бычковым подвели итоги работы в эфире телеканалов НВК «Саха», «Якутия-24», а также в эфире «Радио ТТ». Напомню, в течение всего февраля Кабмин проводил выездные отчеты, в рамках которых представители исполнительной власти посетили 34 района, 2 города и 420 поселений с общим охватом в 30 тысяч человек. При этом жители принимают в них самое активное участие, внося свои вопросы и предложения. Именно на основе инициатив жителей Якутии будет вестись работа в ближайшее время. Отмечу, что выездные отчеты правительства – это форма общения исполнительной власти, которая используется только в нашем регионе. Больше таких практик в других субъектах федерации нету. Поэтому я считаю, что это очень важная форма и дальше будет служить хорошим инструментом для общения и обратной связи. Многие из тех, кто присутствовал на наших встречах сегодня у экранов, уверяю, что все вопросы, без исключения, вошли в протоколы наших отчетов и будут рассмотрены правительством в самые короткие сроки. Ну, а какие вопросы звучали? Конечно, в свете того, что президентом были приняты решения о реализации крупнейших глобальных национальных проектов, и уже много лет эта форма создает социальные объекты, строит жилье, создает инфраструктуру. Конечно, наши жители – это не только наблюдатели, это и достаточно серьезные цензоры качества реализации этих проектов. И очень много вопросов было по ходу их реализации. Глава Якутии Айсан Николаев с рабочим визитом посетил Алданский район, где в том числе провел и встречу с отцом Героя России Игоря Юдина. Подробнее о встрече и других моментах рабочей поездки расскажет Руслан Павлов. Первым, кого навестил глава республики, стал Василий Юргин, отец Героя России Игоря Юргена. Сам майор Юргин сейчас на линии соприкосновения, поэтому теплые слова и крепкие рукопожатия от Айсена Николаева за сына получает отец. Заехал поблагодарить вас за сына, поздравить. Спасибо вас, большое. ваших Спасибо. всех родных, близких. Спасибо. За подвиг, который Игорь сделал во славу нашей Родины. Мы очень рады все якутяне. Благодарна вам за то, что такого сына воспитали. Не, это его заслуга полностью. А то, что наши родительские это вырасти, воспитать. Все. А так что все остальное от него зависит. Здесь же, в поселке Нижний Куранах, глава региона посетил многоквартирный дом, построенный по программе «Дом РФ». Результат совместных усилий правительства республики и золотодобывающей компании «Полюс Алдан». Введением в строй подобного арендного жилья решаются вопросы привлечения в Куранах и Алданский район квалифицированных специалистов в социальную сферу и промышленного производства. Самое главное, что благодаря президенту страны, его решениям, сейчас программа именно арендного жилья по линии госкорпорации Дом РФ распространена уже и на взаимоотношения с субъектами. По республике у нас будет также и вот как раз для участников специальной военной операции, и для молодых ученых, ну и для других категорий именно вот специалистов, которые нам крайне нужны. Кроме того, глава республики осмотрел недавно введенный в строй спортивный зал Алданской гимназии и встретился с активом района. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Татьяна Вахнина, Александр Лукин, Нижний Куранах, Алдан.
В Якутии продолжается реализация федеральной программы «Чистая вода», которая инициирована президентом страны Владимиром Путиным. Так, в селе Амга и Сунтар построены новые водозаборы. В этом году откроются объекты в селах Бестях Хангаласского, Алтанца-Амгинского, Валекминске, а также в поселке Батагай Верхоянского района. В административном центре Верхоянского района строители до суровых холодов завершили фундамент объекта и установили резервуары. С потеплением здесь продолжится строительная работа. Сам проект предусматривает строительство водоочистной станции производительностью в 1100 кубических метров в сутки. В Алекминске ввели в работу новую котельную ГУП ЖКХ, которая расположена в поселке Селиваново. Данная котельная будет снабжать теплом новый корпус Алекминского специализированного дома социального обслуживания для престарелых и инвалидов. Открытие началось с традиционного благословляющего алгыса, приветственных слов и поздравлений коллективу Алекминского филиала ЖКХ. Им также был передан символический ключ от объекта. Котельная работает на угольном топливе. Мощностью 4,6 мегаватта обеспечивает тепловой энергией объект психоневрологического диспансера города Алекминска. Была построена в рамках федерального проекта по строительству спального комплекса ОПНДИ. Тяжело в учении, не менее тяжело в бою. Якутия проверила силы системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на условном пожаре. В местности Усть-Хатын собрались все силы и средства, включая МЧС России по Якутии, Службу спасения республики, авиалесоохрану, Якутлесресурс, медицину катастроф, Росгидромет, пожарные формирования и другие подразделения. Результаты учений знает мой коллега Сергей Михедов. Театр начинается с вешалки, а учение МЧС с общего построения всех структур, входящих в систему гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Руководство лично общается с каждым отрядом, проверяет готовность к борьбе с огнем, осматривает технику. Затем, после команды, начинается отработка действий. И сейчас мы, как видите, проводим, на картинке видно тушение условного пожара. Общеводного назвали, по легенде у нас это село Ижанцы, Усть-Майский район. В результате природного пожара и в том числе, к сожалению, сопутствующего сильного ветра у нас сгорела дизельная электростанция, пострадало 17 жилых домов и 58 человек из них эвакуировали. Первыми к тушению условного пожара приступают лесопожарные формирования. Затем подключаются силы противопожарных служб. Пожалуй, самое зрелищное мероприятие этих учений. Прямо сейчас начался спуск с вертолета Ми-8. Как нам пояснили, спускаются как раз-таки сотрудники нашей якутской службы спасения. То есть это наши родные якутские спасатели. Ребята, которые каждый сезон обязательно привлекаются к работе на лесных пожарах в противопаводковый период. Вот вы можете видеть на кадрах, если сейчас можно заметить, да, идут спуски прямо на ваших глазах. По предварительным данным Рослесхоза пророчат пожароопасный сезон сложный. Возможно, по погодным условиям он будет на уровне 2021 года. В этом году численность лесопожарных формирований доведена до 1203 человек. К особенно сложному сезону соответствующая подготовка. Для Семена Нестерова грядущий период лесных пожаров станет далеко не первым. Майор внутренней службы руководит подвижным пунктом управления МЧС. В районе чрезвычайной ситуации, благодаря отдельной машине связи и спецмашине, вмещающей 20 человек, прямо в зоне ЧС можно проводить полноценные оперативные совещания, что в моменты пожаров или наводнений способно сыграть решающую роль. Помимо этих КАМАЗов должны быть еще в составе МКИОН, мобильный комплекс информирования и оповещения населения, того, что у нас сейчас в данный момент нету, и автомобиль беспилотных авиационных систем, который мы вот в марте месяце получили, и в апреле месяце уже увидим в составе ППУ, включим в состав ППУ. Чтобы нанести поражение условному возгоранию всем силам подсистемы, потребовалось около 20 минут. Ребята сработали оперативно и, главное, эффективно. Всего к учениям привлекли 272 человека и 28 единиц техники. Общая оценка, полученная от руководства, хорошо, но не отлично, а значит, есть куда расти. Сергей Михедов, Иван Сорокомов, Усть-Хатын. Оперативный штаб по дополнительному обеспечению и оснащению снаряжением участников специальной военной операции из Якутии утвердил новую номенклатуру дополнительного снаряжения, оборудования для военнослужащих. По этой схеме активно продолжается закупочная процедура по заключению контрактов. Об этом сообщил министр по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Якутии Дмитрий Лепчиков.
Он подчеркнул, что правительство республики оказывает всю необходимую помощь нашим бойцам. В настоящее время мы совместно с Анабарским и именно Бытантайским районом в зону проведения специальной военной операции дополнительно направили гуманитарную помощь для бойцов от Якутии. Мероприятия по дополнительному обеспечению и оснащением, снаряжением участников специальной военной операции у нас на постоянном контроле, и работа продолжается. Будущие технологи помогают участникам специальной военной операции. Они чистят уток, удаляют крылья и внутренности, а затем упаковывают тушки по пакетам. Потом в замороженном виде отправляют в госпитали для раненых военнослужащих. Так, студенты колледжа АГАТУ доставили 174 килограмма дичи. Таким образом, свежезамороженная еда из родного края обрадует раненых бойцов и поможет быстро поправиться. Вакуумная упаковка хороша тем, что там, значит, бескислородная атмосфера. Она поэтому надольше сохраняет свежесть и натуральность продукта, а в комплекте шоковым аппаратом заморозки, который может замораживать до минус 35 градусов, да, этот срок еще увеличивается и может доходить до нескольких месяцев. Сегодня в Якутии самый высокий показатель ожидаемой продолжительности жизни среди субъектов Дальнего Востока – 74 года. Эти цифры, за которыми скрываются активные и здоровые пенсионеры, в очередной раз подтверждают эффективность региональных и федеральных программ по развитию долголетия. О них подробнее расскажет Тимур Колмогоров. Для многих пожилой возраст – это начало нового и насыщенного событиями путь. Раиса Григорьева, несмотря на свой пожилой возраст, всесторонняя женщина. Она и стихотворение может написать, и сшить новую одежду, и приготовить вкусную еду. Кроме всего прочего, она является руководителем и участником в собственном ансамбле. Но всем так или иначе нужен отдых. Потому Раиса провела свое время с пользой в Центре долголетия, приехав в Якутск. Очень сдружились все, коллектив тоже дружный. Наш заезд вообще отличается активностью. Очень много долгожителей у нас тут, в возрасте женщины есть, но они все такие общественницы, все такие активные. Пример для всех нас. 90 лет человеку будет в будущем году, а она и танцует, и поет. С нами все вместе делает. Центр активного долголетия работает в столице республики уже 5 лет. Он предлагает для своих посетителей широкий спектр услуг по оздоровлению и социальному досугу. Это мастер-классы, концерты и представления, в которые вовлекаются и сами посетители, а также различные интересные мероприятия. За курс в 10 дней посетители не только набираются новых сил, но также заводят новые знакомства и находят новые увлечения. Вот уже 5-й год мы принимаем пожилых людей, ветеранов, для того, чтобы они прошли здесь у нас в центре лечения, оздоровления. И также мы работаем как социально-досуговый центр. То есть здесь они получают общение, встречи с интересными людьми. К нам приходят с концертами творческие коллективы, самодеятельные коллективы. И вот для активного долголетия важны все компоненты, да? То есть это и здоровье, и внутреннее состояние человека эмоциональное. Благодаря реализуемым проектам сегодня в Якутии самый высокий показатель ожидаемой продолжительности жизни среди субъектов Дальнего Востока, который составляет порядка 74 лет. Кроме этого, в Якутии проходят мероприятия по активному долголетию. В его рамках проводятся кружковые работы, мероприятия культурного досуга, различные занятия спортом. Стоит отметить, что создаются комфортные и максимально приближенные к домашним условиям по региональному проекту «Старшее поколение». Построены и введены объекты в Вилюйском, Лёкминском, Намском районах. Также в следующем году планируется ввод объекта в Мирено-Кангаласском районе. Также ожидается приобретение здания для Центра активного долголетия в городе Якутске.
Якутия активно реализует региональные мероприятия нацпроекта «Демография». Напомним, что президент страны Владимир Путин в недавнем послании к Федеральному собранию анонсировал запуск нового национального проекта «Продолжительность и активная жизнь», по которому к 2030 году планируется поднять продолжительность жизни в селах до 80 лет. Тимур Колмогоров, Семен Семенов, Якутск. Любой конкурс – это сияние новых ярких звезд. В столице республики состоялось закрытие городского профессионального конкурса «Учитель года-2024». В нем приняли участие не только опытные педагоги, но и молодые учителя общеобразовательных учреждений столицы республики. Подробности знает Даяна Федорова. В особенный день одновременно в одно яркое созвездие собрались 24 лучших учителя. Однако в финал вышли лишь 5 из них. Победителем этого года стала Светлана Курчатова, учитель химии Мархинской школы номер 2. Учитель – это святая профессия, которая дает именно развитие не только мне, но и моим учащимся. Поэтому я хочу, чтобы мои ученики развивались. Ежегодный профессиональный конкурс объединил учителей не только начальных классов, но и других предметов, в том числе естественно-научного направления. Каждый из участников благодаря конкурсу раскрыл новые грани своего педагогического таланта. Участие в конкурсе, прежде всего, это для меня вызов себе самой, смогу ли я. Ну и, конечно же, чтобы показать пример своим ученикам, чтобы они поняли, что участвовать в конкурсах, в мероприятиях – это не так страшно, чтобы у них, глядя на меня, был стимул, мотивация. Для меня участие в этом конкурсе – это приобрести творческую смелость, опыт, поделиться своим опытом среди других участников и, конечно же, наверное, приобрести стимул для дальнейших участий и самосовершенствования. В течение нескольких дней они прошли несколько туров, которые включали конкурсные испытания в формате вопрос-ответ, разговоры со школьниками и проведение мастер-классов. Конкурс показывает то, что у нас очень высокий потенциал качества учителей, много молодых учителей, которые уже имеют хорошие наработки, опыт, свое мировоззрение, подходы. И самое главное, что их всех объединяет, это любовь к своей профессии и любовь к детям. Поэтому мы видим, что столичное образование города Якутска развивается. Ежегодно месяц март для образовательного сообщества ознаменован проведением ежегодного муниципального этапа конкурса «Учитель года-2024». В состав компетентного жюри вошли победители и призеры прошлых лет. Победители конкурса будут представлять Якутск на республиканском этапе. Даяна Федорова, Павел Пахомов, Якутск. Якутское лоскутное шитье и бисероплетение освоили московские школьники. На международной выставке в форуме «Россия» состоялся День народного мастера. На стенде Центра художественного творчества и гуманитарных технологий прошли мастер-классы педагогов из Якутии. Подробности в материале наших коллег. Александра Гаврилева из Вилюйска уже много лет работает педагогом дополнительного образования в детском центре «Кескил». Своих учеников она приобщает к натуральным материалам. Это дерево, замшек, камни. Для московской выставки мастерица приготовила заготовки, чтобы каждый смог быстро сделать для себя традиционный оберег народа Саха. Ну, сегодня подходили студентки из вуза, первокурсницы, и они делали вот такие кулоны и ушли очень довольные. У них все получилось. Они интересовались Якутией, удивляются разнообразию узоров, их значения. Детей и взрослых якутские мастерицы готовы научить работе с бисером, плести из конского волоса, традиционному шитью, поделиться всеми секретами народного искусства. Мастер-класс называется «Традиционное якутское лоскутное шитье с кантированием кабытылах-тиги». Вот такое вот маленькое панно, думаю, будет интересно шить самим участникам фестиваля мастер-класса, да, и гостям вот нашей столицы. И вот такое вот панно, мини-панно, они сами своими руками сошьют и с собой возьмут в подарок. 4 мастерицы из Якутии в течение недели будут проводить подобные мастер-классы для всех желающих в 57-м павильоне ВДНХ в зоне детского творчества. Организаторы приглашают народных художников на подобные сессии из разных субъектов. И по итогу посетители выставки должны познакомиться с культурой всех 89 регионов.
абсолютно любые люди, которые попадают на нашу площадку, проявляют неимоверный интерес. Каждый вовлечен в процесс, потому что это знакомство с какими-то национальными оберегами, куклами, украшениями или чем-либо вообще каждого региона, с творчеством, с культурой региона и многим другим. И большое преимущество того, что каждый человек может с этой площадки что-то унести с собой. То есть это сувенир, который остается на память каждому человеку. Все занятия проходят бесплатно, принять в них участие может каждый. И если у вас будет возможность в эти первые весенние дни посетить выставку «Россия», то загляните в павильон 57 к нашим мастерицам и сделайте для себя или родных сувенир. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва. В Мирном в ближайшие годы появится дом Арчи. Якутяне, жители алмазной столицы, ставили вопрос о строительстве перед руководством более 20 лет. И сегодня уже определено место, где же появится дом Арчи. Ну а в этом году начнется уже непосредственная работа по проектно-сметной документации. Об этих и других вопросах мирнинцы поговорили в неформальном формате. Также в этот день обсуждались и вопросы по изучению якутского языка и культуры народов Якутии в детских садах, а также в школах. Мы планируем открытие первого класса на базе школы номер 26 в городе Мирном. Этот класс будет работать согласно федерального учебного плана, в котором предусмотрены часы на изучение родного якутского языка как государственного. Мы с 1 апреля начинаем прием заявлений родителей, детей, которые у нас придут в первый класс 1 сентября 2024 года. И согласно порядка приема на обучение по образовательным программам начального, основного, среднего общего образования, прием в школу у нас ведется в 2 этапа. Первый цифровой трехзальный кинотеатр республики сегодня отмечает круглую дату. 15 лет исполнилось Синема-центру. За это время кинотеатр посетило более 8 миллионов зрителей. Показали свыше 3000 премьерных фильмов самых разных жанров, в том числе 132 картины якутского кинематографа. В торжественном мероприятии творческие команды местных режиссеров рассказали о планах на ближайшее будущее, а также состоялся закрытый показ фильма «Стерх» режиссера Михаила Лукачевского. Отмечу, что первый якутский фильм, с которого началась прокатная история Синема-центра, была лента Андрея Борисова «Тайны Чингисхана». Сегодня у нас в синем зале будут проходить презентации наших якутских фильмов будущих, которые будут показываться в 2024 и в начале 2025 года. Даже есть презентации Марьяны Скрибыкиной, которая нам отправила свою презентацию с Турции, по-моему, она в Турции живет. Есть такие моменты, где мы уже связаны по всем этим каналам. В спортивном комплексе «Дахсун» прошел День женского спорта. Участие приняли представительницы прекрасного пола от 18 лет. В рамках спортивного мероприятия также состоялось открытие 8-й спартакиады женщин Якутии, которая проводилась в последний раз ровно 10 лет назад. Мероприятие посетил и мой коллега Аманотов. В преддверии 8 марта Министерство по физической культуре и спорту республики организовало спортивное оздоровительное мероприятие для поддержания женского здоровья. Всего участие приняли свыше 100 женщин разных возрастов. Я пришла на это мероприятие со своими коллегами по работе. Нас всего 4. И в целом нам все очень нравится. Очень интересное мероприятие. Сама я увлекаюсь спортом и поэтому охотно пришла сегодня. Программа Дня женского спорта достаточно легкая, чтобы все женщины могли спокойно, без особых трудностей, принять участие в мероприятии. Мы начали мероприятие с оздоровительной зарядки, также прошел мастер-класс по волейболу, провели мастер-класс по оздоровительным упражнениям по программе «Отличника культуры Сыджая». И вот сейчас начинается мастер-класс по йоге. Самая интересная часть, по мнению женщин, это оздоровительная йога по поддержанию женского здоровья. Многие признались, что пришли на это мероприятие исключительно ради данной практики. Меня на сегодняшнем мероприятии пригласили провести гимнастику для женщин, так как я почти 20 лет занимаюсь женским организмом, для оздоровления женского организма.
По итогу мероприятия данная инициатива Минспорта была тепло встречена участницами. И также многие поддержали идею сделать мероприятие своего рода традицией перед 8 марта для популяризации спорта и здорового образа жизни. Аман Отов, Иван Саркаумов, Якутск. Представители модной индустрии Якутии встретились с основателем Института развития индустрии моды Байнопен Алексеем Баженовым. Модная программа направлена на развитие представителей индустрии моды Якутии. В рамках данного проекта якутские бренды обменяются опытом и настроят совместную работу, в том числе с представителями зарубежных фабрик. В программу реинжиниринга системы моды в Якутии вошли проектные сессии, ответы на вопросы представителей брендов и лекция о развитии индустрии моды в Якутии. Обучение заключается в том, что мы учим работать друг с другом ритейлеров, марки, фабрики. Это вот, собственно, название нашей программы. И как бы для того, чтобы вот эту вот партнерскую цепочку собрать, и корпорация развития поддержит тех ритейлеров, которых предварительно скажут: да, мы хотим с ними работать сами фабрики, да, мы хотим с ними работать сами ритейлеры. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи.